В этом году в Коми в рамках народного бюджета реализуют почти 500 народных идей на общую сумму 400 миллионов рублей. В марте в Усть-Куломской школьной столовой заменили деревянные окна и подоконники, покрытые десятками слоев краски, на современные стеклопакеты. Как народные инициативы помогают менять жизнь на селе к лучшему, расскажет Павел Королев. Ольга Ульнырова показывает последнее старое окно школьной столовой. Его еще не успели поменять. Новое, к сожалению, не довезли. По пути разбили. Поэтому этот проем рабочие обещали обновить чуть позже. Но нет худа без добра. Теперь можно сравнить его с новым стеклопакетом и увидеть разницу, как говорится, налицо. Ну, еще нет, конечно, мянваланы. Окна у нас, мягко говоря, были старые. От окон дуло. Зимой они промерзали, а от перепада температур постоянно плакали. Конечно, зимой очень было холодно. Теперь же дети не будут жаловаться на холод зимой, а в жару всегда можно будет открыть окно для проветривания. Ну а звон вилок и ложек в школьной столовой не смолкает, можно сказать, целый день. 11 работников в столовой кормят около 1000 человек, а некоторых ребятишек еще и не по одному разу. К слову, в 2018 году местная столовая становилась лучшей среди школ республики. И это неудивительно, учитывая такой темп работы. У нас получается потоков 14. В каждом потоке по 100, по 120 человек. Потоки непрекращаемые. Вы попали как раз в перерыв, можно так сказать, потому что у нас 10-15 минут следующий поток. И потоки очень большие. Детей очень много. Получается, первые, 4 классы у нас едят 2 раза, у нас их 467. И старшие 500 человек. Так что у нас где-то 1500 детей мы кормим в день. К слову, ранее в школе уже отремонтировали большую часть кабинетов, заменили окна, обновили спортивный и актовый зал. Однако здание 1984 года постройки все же нуждается в капитальном ремонте, поэтому школа намерена побороться за федеральное финансирование. Конечно, очень бы хотелось, чтобы наша школа вошла в федеральную программу по капитальному ремонту образовательных организаций. Нам очень бы хотелось, чтобы по этой программе нам заменили окна в наших коридорах, потому что очень холодно, и все окна эти уже гнилые. Нам необходимо также провести капитальный ремонт нашей отопительной системы, канализации, водоснабжения. Федеральная программа капитального ремонта школ стартовала в начале этого года и должна уже до конца 2022-го охватить почти 1500 школ из 79 регионов страны. При этом программа не ограничивается только ремонтными работами, но и подразумевает масштабное развитие школ от оборудования до повышения квалификации педагогов. Поэтому в Усть-Куломе очень рассчитывают на федеральную поддержку. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Усть-Кулом.